послании к Ефесянам, где сказано, что Бог, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Мы многого ожидали от этой встречи. До этого мы никогда не выступали перед таким огромным количеством людей. Там было порядка 40 тысяч человек. Встреча проходила на футбольном поле. Но столько людей было в первый вечер. К третьему вечеру их стало около 50 тысяч. И вот мы с Кристи вышли на сцену, мы помолились о покаянии. Затем я попросил Бога послать этим людям благословение, и оно пришло к ним. Встреча проводилась на 3 языках. Я говорил по-английски, а меня переводили на местный язык и на французский. На той встрече ощущалась сила. Доктор Осборн намеренно ушел за кулисы. Он сказал мне, что вернется, когда я подготовлю подходящую атмосферу. Ранее мы обсудили, что я должен был сделать, и вот он вернулся. Он говорил совсем недолго, примерно 5 или 7 минут. И тут слева от нас произошло событие, изменившее наши с ним жизни. Я никогда этого не забуду. Слева от нас, недалеко от сцены, стояла женщина. И тут она закричала. Доктор Осборн был очень чувствительным к подобным вещам. Он всегда учил меня, всегда, когда обращаешься к людям, ищи знаки от Бога. Помни, что сначала Бог должен послать тебе знак. Не беги впереди Бога. Просто проповедуй, и все. Раби, вам очень повезло. Вам давал наставления сам Т.Л. Осборн. Он открыл вам свои секреты. Он не унес их с собой в могилу. Продолжайте. Он был очень чувствительным к подобным вещам. Крик той женщины стал для него знаком. Никогда не забуду, как он обратился к ней и сказал: «Мама, поднимайся к нам». Несколько человек помогли ей подняться на сцену. В тот момент доктор Осборн стоял на сцене, и я сидел вместе с другими пасторами. Он дал нам очень строгие указания. Я человек чести и всегда держу слово, но когда он обратился к этой женщине, я вскочил с места и встал рядом с ним. Он не разрешал мне этого делать, но я встал рядом с ним. Я посмотрел в прекрасные глаза той женщины. До этого вечера она страдала от глаукомы. В тот момент она закричала, потому что внезапно, чудесным образом, снова смогла видеть. Бог воистину велик, Он открыл ее глаза. Я даже не понимал, как это было, но это произошло на самом деле. И я во всем славлю только Господа. А знаете что, Раби, мы слышали много свидетельств о проповедях Т.Л. Осборна, но каково же это, видеть это своими глазами? А вот что мне особенно нравилось в докторе Осборне. Он не хотел ложных чудес. Он хотел убедиться, что чудо произошло на самом деле. Он показал ей несколько пальцев, она смогла их сосчитать. Это было замечательно. А потом он спросил ее, как именно она ослепла. И она рассказала, что это случилось во время ее второй беременности. Она повредила спину и потеряла зрение. И тут доктор Осборн спросил ее: «То есть у тебя есть дети?» Она ответила: «Да, у меня 5 детей». Все это было записано на пленку. Затем он спросил ее: «Получается, ты не видела большинство своих детей?» Она ответила: «Да», и тогда доктор Осборн обратился к людям. Представьте, впервые в жизни она смогла увидеть своих же детей. Я стоял рядом с ним, хотя не должен был этого делать. Я понял это только после. А тогда я просто стоял там с круглыми глазами. В Писании сказано, что евреям нужно знамение. И вот я стоял там, и на сцену вышел красивый молодой человек. Он был сыном этой женщины и встал прямо перед ней. Она никак не отреагировала на это. Она смотрела на него так, словно не знала его. Но вот он подошел к ней поближе, взял ее руки и поднес к своему лицу. Она начала трогать его лицо, его глаза, его скулы, его губы, и тут она разрыдалась. Она упала на колени и стала славить Господа. И как только она это сделала, прямо со сцены сошла волна славы. Военные, которые не подпускали людей к сцене, не смогли сдержать людей, и те побежали к сцене. Инвалидные кресла так и летали в воздухе, и костыли тоже летали. Это была слава.